Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня поговорим о медицинской грамотности. Мы находимся в Национальной библиотеке. Я просто вас об этом извещаю. Меня зовут Ирина Алексеевна, я ведущий библиограф. Медицинская грамотность – это способность получать, читать, понимать и использовать медицинскую информацию, чтобы принимать соответствующие решения по здоровью и следовать инструкции по лечению. Медицинская грамотность необходима для сохранения своего здоровья и жизни. Я думаю, об этом знает каждый. Вот сайт Всемирной организации здравоохранения, на нем в данное время актуально знакомство с рекомендациями о противостоянии коронавирусу. На сайте в разделе «Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19» размещена информация, рекомендации для населения в отношении инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19. На этом сайте Всемирной организации здравоохранения предлагают познакомиться с вопросами, в каких случаях следует носить маску, мифы и ложные представления и здоровье дома. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. На нем в разделе «Справочная система» представлена информация о предоставлении государственных услуг. Как записаться к врачу, что такое личный кабинет пациента и высокотехнологичная медицинская помощь и другое. Сайт Министерства здравоохранения Чувашской Республики. На нем открыта единая горячая линия Минздрава Чувашии, позвонив на которую можно получить информацию по вопросам обезболивания, льготного лекарственного обеспечения и другие вопросы. В связи с той же эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции на сайте представлена информация о том, как записаться на вакцинацию, перечислены пункты вакцинации в районах республики, а в разделе «Горячие линии» по эпидситуации COVID-19 в Чувашии предложены номера телефонов единой круглосуточной бесплатной горячей линии по коронавирусу, а также номера телефона, по которым каждый обращающийся получит консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам и можно получить психологическую поддержку. Для родителей предлагаются рекомендации охраны материнства и детства, школьная медицина. На этом же сайте Министерства здравоохранения Чувашии представлен график приема граждан министром здравоохранения и его заместителями. На портале госуслуг каждый из нас может найти каждый зарегистрированный гражданин на этом сайте записаться к врачу или на вакцинацию от COVID-19. Портал о здоровом образе жизни, это московский портал, он создан при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. На нем комплексные тренировки, диета и правильное питание, профилактика заболеваний, калькуляторы, тесты, репродуктивное здоровье и дети. Здесь есть все, чтобы путь к здоровью был легким и увлекательным. А еще на сайте можно найти единомышленников, которые тоже хотят избавиться от вредных привычек, похудеть или начать заниматься спортом. Вот так вот вместе нам всем будет веселее. Ну и, конечно же, самый значимый портал у нас в Чувашии, медицинский портал «Здоровая Чувашия». Вот о нем нас с вами сегодня познакомит именно организатор этого портала Наталья Ивановна Володина. Наталья Ивановна, давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада. Спасибо большое Национальной библиотеке за то, что она продолжает очень большой и важный процесс информационной пропаганды современных информационных ресурсов. Этот процесс я активно начинала в Чувашской республике уже более 25 лет назад. Ну, 25 точно, потому что порталу КАПРУ в этом году исполняется 25 лет. Это я, как иногда шучу, у меня 3 ребенка, вот КАПРУ это был первый ребенок, вторым был медицинский портал, и третьим социальный портал Чувашской республики. И очень рада тому, что все 3 проекта были первыми в России, до сих пор во многом непревзойденные идеологически, в том смысле, что по контенту, и в том числе и технологически.
Здоровье сегодня важнейший ресурс. Я думаю, что ковид дал тот огромный урок, когда люди поняли, что можно иметь деньги, можно быть миллионером, и можно умереть от ковида. И, ну, то есть здоровье это вообще как бы здравомыслящие люди понимали, что это вообще базовая ценность в жизни, потому что без здоровья мы не можем не сделать свою карьеру, не развить свой творческий потенциал, там, не родить, не воспитать детей и так далее. Поэтому это должно стать в сознании просто населения нашей страны, которое очень долгие годы относилось к здоровью наплевательски, что это базовая ценность, которую нужно беречь как зеницу ока. И в этом смысле медицинские информационные ресурсы, вот Ирина Алексеевна тоже говорила про то, что они могут помогать в сохранении этого здоровья, в понимании того, куда и каким направлением двигаться можно. И медицинский портал Чувашской Республики, вот в ноябре исполнится 11 лет, как он создан. 2 раза менял он свой конструктор, и технологически стал гораздо эффективнее работать с 2018 года, потому что появились новые информатизационные возможности, уже чисто программные, которые позволяют и управлять этой системой, как огромной информационной системой, и работать на ней пользователю гораздо эффективнее, чем на прежних ресурсах. Так, Антон, тогда мне включите, пожалуйста, экран. Сейчас мы будем тогда с вами непосредственно разговаривать. Я буду показывать вам этот медицинский ресурс для того, чтобы, может быть, вы объясняли своим пользователям, читателям, как правильно им можно пользоваться. Медицинский портал, он у нас победитель всероссийского конкурса как лучший интернет-ресурс. Это случилось уже много-много лет назад, когда лично... Да вы меня просто выключите из этой системы, если можно, чтобы это не мешало нашим слушателям. И я в силу своей профессии журналиста, конечно, пыталась впихнуть в эту систему огромное количество информации. Не знаю, насколько, конечно, сами пользователи понимают объемность этого внутреннего ресурса, но когда-то мне удалось провести социальный опрос на платформе, бесплатной интернет-платформе, и около 1000 пользователей ответили на вопросы, и я поняла, что я правильно поступаю в этом смысле, потому что 50% пользователей портала, прошедших этот опрос, они сказали, что они приходят на него ради электронной регистратуры, а 50% подчеркнули, что им интересен тот контент, который здесь находится. Глобально на медицинском портале есть все медицинские ссылки на все медицинские учреждения Чувашской Республики, государственные, я имею в виду, да, ну, и федеральные государственные, которые стоят там в нижней части этого длинного списка. Когда мы начинали этот проект, было 92 сайта, сегодня 57, потому что происходило системное слияние и объединение различных медицинских профильных учреждений. Но от этого, как говорится, население, в моем понимании, сильно не пострадало, просто усилился административный контроль, ну и контроль за оказанием качества медицинских услуг. И поэтому вот любой сайт любой медицинской организации можно найти через единую точку входа с медицинского портала. Также, если вам нужно найти какого-то врача в вашем медицинском, вообще в любом медицинском учреждении, то это можно найти через большой ресурс. Здесь более 5000 врачей Чувашской Республики. И в последнее время, и, наверное, скоро это осуществится, ставится вопрос о том, чтобы все медицинские сестры тоже присутствовали на этом ресурсе. Сегодня программисты работают над этим вопросом. Вот это верхнее меню, оно также имеет такой большой блок оказания
медицинских услуг, на медицинском портале просто идет перечень. А если вы попадете потом на сайт медицинского учреждения, то вы увидите, какие непосредственно услуги оказываются в данном медицинском учреждении, потому что это связано с лицензиями, которые получают медицинские учреждения. Ну, пресс-центр организован как обычный пресс-центр. Сегодня в большом количестве, наверное, уже информационных ресурсов, которые выделяют различные ресурсы, и медицинский портал отличается от сайта больницы, например, в том числе, и каких-то еще других, может быть, аналогичных медицинских ресурсов, тем, что помимо анонсов, новостей, актуально это то, что наиболее важного в данный момент в отрасли, фото- и видеорепортажей. Темой, в том числе, кстати, для библиотекарей, это СМИ о медицине Чувашии, эти публикации, которые в медийном пространстве возникают в Чувашии, мы, значит, сводим их в эту точку. И есть такой ресурс, как «Новая медицине». Если мы вернемся на главную страницу, то я обращу ваше внимание на то, что у нас 3 таких подрубрики, они сливаются в единую ленту, но выборка, она возможна. Там, где только что мы были, это «Новая медицине мира», «Новая медицине России» и «Новая медицине Чувашии». Анонсы, они в первую очередь, конечно, касаются на медицинском портале медицинского персонала, это анонсирование различных медицинских форумов, вебинаров, семинаров, и с учетом, опять же, постковидной ситуации, огромное количество сегодня этого ресурса перешло в интернет, и вот как говорят мне часто главные специалисты, когда я общаюсь с ними как журналист, непосредственно создавая интервью с главными нештатными специалистами Минздрава Чувашии, огромное количество врачей, которые не имели возможности раньше поехать на какую-то конференцию, но уж тем более по международному уровню. Сегодня, благодаря технологии, внедрению подобных Zoom платформ приводит к тому, что у нас врачи даже из районных больниц могут участвовать в современных конференциях, повышать свое квалификационное мастерство, чего, конечно, в доковидный период не было, и это очень важно. Дальше в верхнем меню у нас идет большой раздел «Пациентам», который в первую очередь связан с тем, чтобы пациенты знали о своих правах. Вот мы свою конференцию сейчас проводим через отдел правовой информации, да. Так вот, непосредственно можно говорить о том, что на медицинском портале вот этот раздел «Пациента. Права и обязанности», он сам собирает все документы, которые связаны с правами, и обязанности. У нас прав без обязанностей не бывает, это очень связанные 2 таких единицы. Поэтому, и, кстати, вот эта рубрика, она существует на сайтах всех больниц в том числе. Потом я на этот акцент перенесу. Поэтому, если говорить о том, каковы права пациентов, то вот здесь вы найдете всю последнюю обновленную свежую информацию. Дальше у нас есть вот эта рубрика «Главные специалисты», и это второй огромный ресурс, или третий. Первый – медицинские организации, собственно, кадры, врачи, да, и главные внештатные специалисты. Так, сейчас я его открывала, где они? Вот они, главные внештатные специалисты. Хочу обратить внимание, что сегодня Минздрав России, и Минздравы регионов, они следуют в фарватере за решениями федерального министерства. Когда начинался наш медицинский портал, у нас было, по-моему, только 47 главных внештатных специалистов в России. Соответственно, аналогичные специалисты были в Чувашии, но был еще такой длинный, примерно из 20 человек, список региональных своих собственных, внештатных специалистов, экспертов. И сегодня, спустя 10 лет, как существует этот портал главных внештатных специалистов, их сегодня в Чувашской республике в целом 118. Представляете, как все-таки системно и детально начинается контроль по нозологиям за оказанием медицинской помощи.
в Российской Федерации вообще, я имею в виду, да, и в Чувашской Республике в частности. И вот таким моим личным персональным вкладом в развитие этого информационного пространства была работа по написанию интервью с главными внештатными специалистами. Вот они находятся здесь же рядом, и вы можете обращать внимание своих читателей на то, как проводится все-таки, как формируется государственная политика в данной конкретной нозологии. Вот это все здесь. Это почти 150 интервью, сделанные за эти годы со всеми специалистами, ну, практически, за исключением, может быть, каких-то специфических, которые могут отвечать, ну, там, за медицинскую экономику, например. Это то, что очень специализировано и не касается пациентских тем. Поэтому представляется интересным пропагандировать этот ресурс для того, чтобы понимать, какая работа проводится там в области кардиологии, онкологии, педиатрии и так далее, и так далее. Ну вот 118 сайтов, да, и 150 интервью. Мне кажется, это чрезвычайно интересный ресурс, которым имеет смысл воспользоваться. Соответственно, вот здесь с левой стороны вы видите такие плашечки. Это тоже с чувашским художником Юрой Пичугиным мы начинали этот процесс. И вот даже таким достижением Чувашской Республики можно считать, да, что по разным нозологиям были нарисованы такие специализированные картинки, как они называются, как логотипы, да, тоже целый такой ресурс. И мы сайты, да, отличительной особенностью КАПРУ, когда мы начинали этот процесс, было то, что все сайты были сделаны не просто на одном конструкторе, они были в едином дизайне исполнены. Вот 25 лет назад многие люди меня не понимали, протестовали, говорили, почему мы все как цыплята, одинаковые. Но на самом деле я как человек глубоко убеждена была, и как профессионал старался этого со всей страстью своей души и возможности доказывать, что для пользователя как раз чрезвычайно удобно, когда он может войти на любой сайт любого отраслевого министерства на КАПРУ, да, а сегодня это по теме медицинского портала на сайт любой больницы, и знает, что совершенно одинаково устроены эти сайты, и это значит, в совершенно одинаковом месте пациент, как пользователь, может найти необходимую информацию. Я считаю, это очень важно для пользователя, для того, чтобы не заморачиваться, где же найти необходимую информацию. К этому подвигло меня при создании КАПРУ и тот факт, что когда я заходила на федеральное отраслевое министерство, я с большим трудом разыскивала необходимую информацию. Поэтому вот все сайты главных внештатных специалистов, они построены вот по такому же принципу. Ну, наверное, сильно подробно я не смогу рассказывать, потому что самая главная задача, которая стояла передо мной, превратить сайт главного внештатного специалиста и инструментом пользования как для пациентов, так же и для специалистов. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы на специализированных сайтах главных внештатных специалистов лежала информация полезная и для медицинского персонала. Ну, например, еще лет 6 назад, половина прошла, да, да, я тут увлекаюсь и начинаю в подробности вступать, но я могу сказать, что базовые вещи, которые созданы на сайтах главных внештатных специалистов, это возможность задать вопрос главному внештатному специалисту, и поэтому вот можно акцентировать внимание посетителей библиотек на то, что если нет, вернее, в какой-нибудь ЦРБ каких-то специалистов, а есть настойчивая потребность задать вопрос главному внештатному специалисту, можно осуществить через этот ресурс. Если вернуться на портал МирКАПРУ, то здесь вот в самом начале открытия нашей ВКС было сказано о том, что есть ресурсы, на которых можно найти информацию, которая может помочь человеку вести здоровый образ жизни. Про здоровую Россию
вот про этот портал, вот Ирина Алексеевна уже сказала, а у нас вот есть такой большой ресурс, как «Здоровая Чувашия». И здесь огромное количество, просто безмерно огромное количество информации, которая включает не только школы здоровья, которые у нас привязаны к каждой больнице, это общая информация, да, ну, например, если вообще брать, они разделены на здоровых и на пациентов с бронхиальной астмой, например. Вот я захожу, и мы видим, какие школы в каких больницах работают. Мне кажется, это очень удобно для пользователя. Они идут переходом на сайт больницы. И здесь лежит большой... И, кроме того, там присутствуют в этих же школах здоровья и различные брошюрки, буклеты, видеоматериалы, которые существуют, которые созданы на сайте иногда вот и больниц там, и ЦРБ, и городских, и республиканских, и тех, которые созданы в Центре медицинской профилактики непосредственно. Ну и что еще можно обратить внимание на главном портале, на полезные ресурсы, это баннеры, которые существуют, они делаются у нас ежемесячно, иногда даже по 2 раза в месяц, по датам международным, которые объявляет и ВОЗ, и в республике какие-то, может быть, назначаются даты на тему профессиональных, ну, как сказать, различных нозологических заболеваний. И также есть вот большие ресурсы, видите, медицинское страхование, материнство и детство, анонимное лечение, наука медицины, помощь инвалидам, высокотехнологичная медицинская помощь. Вот здесь закопано огромное количество информации, поэтому она достаточно тематически, системно и понятно разбросана, нет, вернее, сконцентрирована, поэтому можно на это обратить внимание и найти там для себя какую-то информацию. Ну и вот точно так же базово у нас все медицинские учреждения, кстати, да, и на медицинском портале, на сайте больницы присутствует переход на отраслевые министерства, Министерство здравоохранения Чувашской республики, на портал и социальный портал, и Министерство физической культуры и спорта. Для того, чтобы, если вдруг возникли какие-то вопросы, не разыскивать этот ресурс в интернете, а сразу уже напрямую туда перейти. Аналогично устроен, ну, системно, так и идеологически, и сайт каждой больницы. Здесь есть рассказ о нас, то есть если кого-то из пациентов интересует наличие, ну и сегодня, кстати, уже более 5 официальных органов, которые контролируют качество оказания медицинских услуг, они особенно вот этим интересуются, и какие лицензии существуют по профилю. И, ну, там, допустим, серьезные такие документы, как устав и так далее. Но для пациентов... Выключите, пожалуйста, мой телефон, он меня очень сильно напрягает. Просто нажмите кнопку справа, да. Спасибо. Извините, пожалуйста. Значит, точно так же пресс-центр – это новости больницы, но базовые вещи, они вот в верхнем меню, и они имеют переходы на так называемые плитки. Вот, кстати, у нас есть баннер по ковиду, он существует и на медицинском портале, и на сайтах всех больниц. И мы стараемся там размещать всю актуальную информацию и для того, чтобы концентрированно в одном месте были собраны ресурсы на эту тему. Если мы успеем, я потом более подробно расскажу. Но, значит, чрезвычайно важным моментом это является баннер «Обратная связь», потому что здесь точно так же можно задать вопрос, получить ответ и высказать свой отзыв, в том числе и негативный. Была проводилась мной большая работа над тем, чтобы все-таки отвечали на негативные вопросы. И скажу по секрету даже, что возможность удалить этот вопрос закрыта абсолютно для каждой больницы, для того, чтобы они не уходили от ответа на неприятные вопросы. Дальше
Вот плитка, которая информация о правах пациентов, это та самая информация, которая существует на медицинском портале, о которой я говорила выше, да. Лекарственное обеспечение ЖНВЛП – это тот список обязательных бесплатных лекарств, которые существуют, которые должны получать наши пользователи, и все юридические аспекты, все ответственные в каждой больнице. Вот вся эта информация сконцентрирована именно здесь. Чрезвычайно важный вопрос – это диспансеризация, потому что лучше предвосхищать болезнь, чем ее потом долго-долго и дорого лечить. Поэтому вопросы диспансеризации, они находятся здесь, на всех больницах, которые занимаются, то есть это те больницы, которые имеют поликлинический прием, и, соответственно, вся целевая информация, если у вас возникают какие-то вопросы, то на сайте каждой больницы существуют и телефоны, и фамилии отвечающих заместителей главных врачей или еще каких-то специалистов на эту тему. Школа здоровья, вот они связаны с этим ресурсом, то есть здесь идет прямая связь между медицинским порталом и сайтом больницы. И точно так же, может быть, я могу сказать, конечно, есть изъяны в некоторых больницах, особенно в ЦРБ, может быть, за недостатком ресурса. Не всегда этот контент, особенно качественный, но тем не менее, есть целый ряд больниц, где это хорошо отстроено. Важная информация – это тоже тот ресурс, который в первую очередь создавался для проверяющих, но актуален для очень многих пациентов. Это страховые организации, с которыми работает больница, противодействие коррупции, документы о разрешении конфликтных ситуаций. Это особенно важный такой момент. Контролирующие организации для тех, кто хочет пожаловаться, если они не нашли отклика непосредственно в администрации лечебного учреждения. Памятки для граждан об оказании бесплатной медицинской помощи. И здесь также различные ресурсы, которые связаны, может, по гиперссылкам. Вот с этой рубрики. Она наверху называется «Пациентам», потом вот сюда она переходит в эту клетку, и здесь очень индивидуальная информация уже по каждой больнице отдельно. А это и правила госпитализации, как попасть на прием, и как пребывание в медицинской организации организовано правильно, подготовка к различным диагностическим исследованиям, правила посещения данного медицинского учреждения и так далее, и так далее. В том числе вот в каждой больнице существует вот этот переход мнений пациентов о качестве оказания медицинской помощи. Он переходит на плитку, на слайдер, который сейчас я вам покажу, да, но вот здесь вы можете иметь возможность проголосовать в 3 местах, 2 из них в федеральных ресурсах, это Минздрав России и Минфин России, БАС-ГУ, так называемые порталы Минздрав, об оказании качества медицинских услуг в данном медицинском учреждении. Я говорила вот про эти слайдеры, которые и программа государственной гарантии, да, все эти документы выкладываются. Вот какие-то важнейшие темы, они организованы через организацию таких баннеров. То есть одна часть баннеров вот находится в нижнем, в средней даже, наверное, линии сайта, да, про которую я говорила, через портал, медицинский портал. Они аналогичные вещи, может быть, в каких-то отдельных больницах. Здесь создаются свои собственные баннеры по специализации, но большая часть баннеров по специализации – это, например, в онкологии, в кардиологии, в таких узкоспециализированных медицинских учреждениях, она происходит здесь. И вот где вакцинироваться, где сдать тесты на ковид и прочее, да, горячие линии, списки горячих телефонов, профилактика коронавируса – это вот тот ресурс, про который я говорила. Вот он у нас на медицинском портале и активирован на всех сайтах. Это то, что обновляется у нас практически ежедневно. Это все ресурсы, связанные с видеоматериалами, с текстовыми. Он существует и для медиков, и для пациентов. Наиболее подробно с этим можно ознакомиться в силу тех обстоятельств, что я сейчас не имею времени сказать подробно, да, но вот вы имеете в виду, что все, что связано с ковидом, вся информация здесь находится. А возвращаясь к сайту больницы,
я хочу еще обратить внимание, здесь Ирина Александровна вначале говорила про наличие горячих линий. Вот на сайтах всех больниц они могут только прерываться единоразово, а так висят здесь, ну, грубо говоря, вечно, только когда в больнице происходит анонс какого-то важного для пациентов мероприятий. Но вот где вакцинироваться, сдать тесты с указанием адресов конкретных и горячая линия, а вот они, да, кстати, вот они на этой больнице работу пунктов вакцинации сейчас включили здесь. А если мы зайдем на республиканскую больницу, то у них такого обслуживания нет, потому что они ведут, это медицинское учреждение 3-го уровня, и они ведут прием сложных пациентов уже. То здесь вот присутствует горячая линия, про которую говорила Ирина Алексеевна. Так что вот удобно на сайте своей профильной больницы, участковой, которой вы приписаны, найти эту информацию. Я бы хотела еще обратить внимание, вот консультация онлайн, например, вот это все ассоциировано переходом на портал главных внештатных специалистов. Да? Дальше они в больнице могут, как вот женская консультация здесь написано, ну, это тот ресурс, который очень мощно связан с пациентом и имеет большую востребованность, они какие-то дополнительные плитки собственные делают. Но я бы обратила внимание еще на то, что у нас связано с медицинским порталом, вот эта рубрика «Нам важно ваше мнение», сейчас подгружается. Это тот ресурс, который на старом портале был на главной странице, а сегодня, к сожалению, ушел вниз. Мы проводим здесь различные тематические опросы. Я бы пригласила вас участвовать в этих опросах, потому что интересно все-таки знать мнение пациентов на такие злободневные темы. Это связано и с международными датами по различным заболеваниям и по каким-то наиболее актуальным темам. Так. А мы нарушаем какой-то протокол? Мы говорят, что мы... Извините, коллеги, говорят, что я перебрала, да, тот ресурс, который был запланирован, да. Но, может быть, есть какие-то вопросы, Ирина Алексеевна, да? Там, да, чтобы я, ну, людям ответила, это, мне кажется, более актуально было бы, потому что дальше сайты можно поизучать и найти что-то себе. Если есть вопросы, то это было бы хорошо. Так. Вот, да, я хотела сказать спасибо, что вы нам напомнили. Сегодня глобально, вот у нас есть чат пресс-секретарей больниц с пресс-секретарем министра здравоохранения Чувашской республики. Буквально перед началом нашей ВКСки я там свои 3 строки, лык строков ставила на тему того, что огромное количество людей обращается вот в тот пост, который был создан как возможность граждан задавать, нажмите кнопку там просто, задавать вопросы по неурегулированным вопросам совершенно всех спектров социально-экономической жизни нашей страны. В здравоохранении, я не знаю, на 80%, может быть, или на 70%, не владеет статистикой, но он касается невозможности записи в электронную регистратуру. И я вам скажу, 5 лет назад, то, что я говорю обычным людям, на понимание, потому что когда ты не можешь записаться сам к врачу, или ты ребенка своего не можешь больного записать, это вызывает неимоверное раздражение. И я помню, когда мы создали Чувашскую региональную электронную регистратуру, это тоже было, ну, параллельно. Вот медицинский портал, собственно, был создан под тему реализации проекта изначально электронной регистратуры как единая точка входа на отрасль. Да? И буквально где-то за 3, 4, 5 лет я считаю, что электронная регистратура Чувашской республики, она была одна из лучших вообще в России, из региональных. Были споры на предмет того, насколько открывать время для записи. И одно время даже Минздрав России приказал, чтобы запись открывалась на 12 недель. Представляете, на 12 недель. Это колоссальный ресурс. По ряду больниц это вызвало катастрофу, потому что огромное количество людей записывалось, но потом не приходило на прием. И в рамках таких экспериментов
ну, практически уже федерального масштаба, да, пришли к тому, что записи стали открывать на 4 недели. Но было очень много жалоб, потому что в первую очередь эта проблема была связана с недостаточным ресурсом врачебного персонала. Как вы понимаете, сегодня в период ковида очень большое количество докторов просто увольнялось, особенно преклонного возраста. И поэтому самая главная проблема, которая была в Чувашской электронной регистратуре, это нехватка кадрового ресурса. Но 5 лет назад, или более 5 лет назад, когда министром федеральным была госпожа Скворцова, она тогда торжественно при Путине пообещала гражданам, как я говорю, о том, что в их личном кабинете на портале государственных услуг будут наличие всех персональных анализов, анализ мочи, крови, ну и вообще все остальные анализы, которые человек проходит. Потому что все это технологически сегодня проработано и сегодня существует в базе. Например, вот в Объединенной детской больнице моя внучка недавно не могла попасть к эндокринологу в своей поликлинике, и она поехала в поликлинику в Новоюжный район. И они легко зашли в электронную карту и вынули анализы, которые ребенком были сданы совершенно в другом месте, потому что единая больница по городу. Но это касается также и республиканских больниц. Я была у офтальмолога в республиканской больнице на консультации и попросила зайти, поскольку я забыла свои бумажные документы, зайти на сайт, ну, в ресурсы офтальмологической глазной больницы, да, нашей республиканской, и посмотреть все там мои анализы. То есть сегодня информатизация достигла, ну, невозможных высот, в моем понимании, происходят такие вещи. Я сама себе завидую, иногда я так говорю, по этим возможностям. Но когда начал развиваться портал единых государственных услуг, когда государство решило доводить до сведения пациента не только те возможности, которые они имеют в области медицины, но и показывать каждому пациенту его возможности пользования и его использования, потому что каждый человек, который зарегистрирован на портале государственных услуг, он может знать, сколько денег на него потратило государство, если он обращался за медицинской помощью. То есть вот стратегически вся страна пошла туда. А это с учетом размеров нашей страны и большого количества людей, видимо, создало глубокую напряженность. И особенно контрастно возникла ситуация, когда, вот я говорю, это у нас была одна из лучших электронных регистратур в России, в моем понимании, профессионально, как человек, который в этой теме и хорошо очень наблюдает все эти процессы в целом по России. Вдруг мы оказались перед страшной проблемой, когда через портал государственных услуг люди уже не могут записаться так, как они записывались через Чувашскую электронную регистратуру, на которой осталась запись только на платные услуги. И поэтому возник такой вот конфликт интересов, стратегический какой-то. Это, конечно, проблема сегодня федеральной власти, с одной стороны, потому что чисто технологически не проработаны какие-то вопросы. Может быть, даже на эти вещи не хватает сегодня материальных ресурсов, хотя здравоохранение – это та отрасль, которая в национальных проектах выдано огромное количество финансовых ресурсов по самым разным направлениям, и в том числе огромные средства выделены на информатизацию. В частности, около миллиарда, наверное, рублей в Чувашской республике в целом за несколько лет израсходовано будет на информатизацию отрасли. Так вот, сегодня мы в Чувашской республике находимся в той ситуации, когда человек, как в доэлектронную эпоху, должен либо долго-долго дозваниваться до регистратуры больницы, либо идти и вставать в очередь там с 7 часов утра. Но это трудный момент, очень хочется верить, что он преодолимый, в какое-то ближайшее время будет преодолен, но пока эта ситуация именно такая. Мне кажется, то ли это может быть недопонимание какое-то, может надо было еще... Наша Чувашская республика держалась очень долго. При установке перейти немедленно всем с регистрацией на портал госуслуг, Чувашская республика ввела свой ресурс, вот тот, который я говорила, работал достаточно адекватно целый год. Но затем наступила дисциплина, как говорится, последняя точка ввода, и
мы были соединены с вот этим федеральным ресурсом. Но, видимо, все-таки и существуют административные проблемы только по части колл-центра, организации работы колл-центра в больницах. Ну, то есть вот жалоба существует, и я вам просто стратегически объясняю ситуацию, почему она вот так возникла. Мы были вроде бы как хорошо организованы, и вдруг мы уперлись в какую-то стену. Она связана с переходом на федеральный ресурс. Есть ли еще какие-то вопросы? Или это единственные? Вопросов больше нет, да? Ну, тогда, коллеги, простите, что я перебрала в информационном ресурсе по времени. Я надеюсь, что как-то быстро, вот насколько это возможно, я объяснила структуру медицинского портала, его возможности и структуру сайта больниц и главных внештатных специалистов для того, чтобы вы, вот как пациенты, ну, лучше не болеть, но тем не менее, особенно если это касается организации своего собственного здорового образа жизни и так далее, могли... Да, вы знаете, вот СМС для слабослышащих. Эта тема, значит, существовала целый год. Официально о ней говорили на федеральном уровне. Долго не решались наши специалисты на включение этого ресурса. И, наконец, ну, буквально вот совсем недавно, несколько месяцев, как мы включили этот ресурс на сайтах всех больниц, для того, чтобы для этой отдельной особой категории людей дать возможность соединиться со скорой помощью. Как всегда, у нас существует только одна проблема – это проблема морали, потому что, когда начиналась электронная регистратура, про которую я подробно рассказывала, главный внештатный детский гинеколог мне сказала, что, например, очень часто хулиганили мальчики, и на небольшое количество возможностей по времени записи, да, хулиганы записывались, то есть записаться невозможно было к детскому гинекологу. Тогда я посоветовала специалисту обратиться в МВД, были предприняты меры, но и сегодня самая главная проблема, которая может возникнуть, она возникает не на уровне скорой помощи, которая у нас одна из лучших в России. Мы укладываемся в стандарты по оказанию медицинской помощи, 20 минут – это стандарт. И у нас проводилось даже всероссийское совещание весной, приезжали со всей России люди изучать чувашский опыт по организации, потому что сегодня вы знаете, что врач получает сообщение, пока они едут, они включают медицинскую карту пациента и пытаются понять, в чем там кризис, и заходят в квартиру уже с пониманием, с каким пациентом они имеют дело. А, скорее всего, кризис может возникать с хулиганами, которые могут отвлекать вот, всех, кто участвует в этом процессе, на непрофильное взаимоотношение. А так, конечно, мы одни из первых, я думаю, я не знаю, я не изучала как по регионам, но мы одни из первых в России включили этот ресурс на сайтах всех больниц, это существует. Больше нет вопросов. Я, конечно, коллеги, за 11 лет в здравоохранении настолько въехала в тему здравоохранения, что я могу практически на все вопросы по медицине отвечать. Но, тем не менее, я стараюсь, чтобы какие-то эти темы, они все были на сайтах больниц. Поэтому будьте здоровы, это мой самый главный посыл. Да? Берегите свое здоровье. Мы благодарим Наталью Ивановну за полезную и очень нужную нам информацию. А вам, уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Обязательно будьте здоровы. До свидания. До свидания.